Рахмат. По концепции данного законопроекта я, конечно, поддержу, поскольку много лет мы говорим о том, что подкуп, административный ресурс, они стали, к сожалению, явлениями каждых выборов, которые происходят. За это должна быть предусмотрена ответственность. Вопросов нет. Для меня вопрос в применении норм. Вот коллеги говорят, я соглашусь. Как будет применяться на практике этот закон? Не станет ли он политической дубинкой, да, условно говоря, по отношению к оппозиционным партиям, значит, к партиям, которые представляют, по мнению, скажем, определенных сил, угрозу и так далее. Вопрос, как это будет использоваться. И, конечно, я хотела бы обратить внимание всех, и депутатов, которые будут принимать участие в выборах и так далее, и соответствующие органы. Если мы хотим, чтобы было доверие к выборам, то, конечно, нужно пресекать политическое использование норм вот этого закона. Ни административный ресурс, ни подкуп не должны использоваться как политическая дубинка. Это первое. Второе, я хотела задать вопрос и МВД, и прокуратуре. Вот была в соцсетях информация, что начальника энергосбыта города Токмок Улан Мукаев, да, якобы избили, похитили. Была информация от органов, что в ЕРПП зарегистрирован этот случай. И называлось имя политической партии, да, связанное с этим, Беремдик якобы. Вот хочу узнать, что на самом деле произошло, какая была дана оценка, поскольку там звучали и задействованы якобы лица, которые представляют руководство местных органов власти, то есть это в таком случае напрямую административный ресурс каким-то образом задействован. Какова ситуация на сегодняшний день, идется ли расследование, какая дана оценка данной ситуации, поскольку доверие к местным выборам будет определять и доверие к парламентским выборам, а уже так называемые резиновые дома, резиновые квартиры и списки подрывают доверие граждан к местным выборам. А вот такие, извините, уличные разборки, когда кого-то похищают, избивают, это прямое давление, это еще больше может подорвать доверие к выборам. Какая работа была проведена? Уважаемая Наталья Владимировна, по данному факту действительно у нас в единый реестр преступлений и проступков зарегистрировано по факту хулиганства. Вы сами знаете, что в социальных сетях везде у нас сейчас есть видеоролики, где там мы сейчас все это изучаем, и будет дана правовая оценка. В связи с тем, что это произошло на территории города Токмок, мы досудебное производство передали в Следственную службу ГУВД Чуйской области для объективности расследования. По результатам мы дадим дополнительную информацию.